Хочу обратиться к депутатам Народного собрания Республики Абхазия с дополнительной аргументацией в поддержку мнения о том, что соглашение о передаче комплекса государственных дач не стоит ратифицировать в такой форме. С учетом того, что любое межгосударственное соглашение до момента его ратификации должно быть проведено в соответствии с национальным законодательством Республики Абхазия, а после момента его ратификации оно становится составной частью нашего национального права. Хочу довести до вашего сведения, что в соответствии со статьей 3 пунктом 2 закона о международных договорах Республики Абхазия различаются три вида международных договоров. Первый – это межгосударственный договор, второй – межправительственный договор и третий – межведомственный договор. По моему глубокому убеждению, межправительственное соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объектов на территории Республики Абхазия, то есть Пицунской дачи, должно носить характер межгосударственного соглашения. И я хочу привести аргументы в поддержку этого мнения. Первый аргумент – это аргумент из практики подписания международных договоров. Это договор о сотрудничестве и взаимопомощи между таможенными органами Республики Абхазия и Российской Федерации, которое по сути является межправительственным соглашением. Но из-за того, что в статье 5 предоставляется дипломатический иммунитет сотрудникам специальных таможенных органов, это соглашение было поднято на ранг межгосударственного соглашения. Но самым важным аргументом, по моему мнению, является не практика подписания международных соглашений, а наше законодательство. Приведу пример. Пункт 3 статьи 259 Гражданского кодекса Республики Абхазия гласит, что иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с межгосударственным договором, не межправительственным. Пункт 3 статьи 3 Закона Республики Абхазия о международных договорах гласит, что межправительственными и межведомственными договорами Республики Абхазия не могут регулироваться отношения, регулируемые межгосударственным договором Республики Абхазия. Выходит, что нормы Гражданского кодекса отсылают и требуют напрямую подписания межгосударственного договора, а не межправительственного. А норма закона о международных договорах запрещает регулировать правоотношения, возникающие из межгосударственного договора, любыми другими формами международных договоров. Исходя из изложенного, предлагаемое к ратификации соглашение ни по форме, ни по содержанию не соответствует законодательству Республики Абхазия. О несоответствиях по содержанию уже говорилось ранее большим количеством юристов, мной в том числе. Я хочу также дополнительно обратить внимание на то, что приведенный мой аргумент из статьи 259 Гражданского кодекса ни в коей мере не умаляет факт, что передача в пользование земли, в пользование земли все ограничится. Передав имущественный комплекс в собственность Российской Федерации, земля, как принадлежность к основному объекту, следует его судьбе. Вообще, по моему представлению, изначально следовало бы подписать два соглашения. Первое соглашение относительно аренды зданий и сооружений, входящих в комплекс Пицунских дач, а второе соглашение относительно статуса находящихся там сотрудников и юрисдикций. Обращаюсь к своим коллегам, юристам, депутатам 7-го созыва с просьбой не создавать прецедент по ратификации соглашений, не соответствующих нашему законодательству. Спасибо.